Народ соскучился по идеям Номана Челебиджихана. Пришло время, когда эти идеи, с учетом современных условий, могут быть воплощены в жизнь и дать благодатные плоды для крымско-татарского народа. И равно для всех народов, проживающих в Крыму. Именно об этом говорили на круглом столе, посвященном столетию первого Курултая крымско-татарского народа, который прошел в Крымском инженерно-педагогическом университете в Симферополе. Организаторы круглого стола – Духовное управление мусульман Крыма, Крымский инженерно-педагогический университет и Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия. Участниками форума стали известные историки, филологи, журналисты, общественники, мусульманское духовенство. Çok güzel. Bugünkü bu bir açılış kapı diyeceğim. Çünkü herkes anahtarı açtı. Herkesi dinledik. Ama inşallah önümüzdeki gelecek günlerimizde ve bu toplantı olması gerekir. Ben böylesem общественный organizasyonlar hepsi toplanıp da bu toplantıyı geçirmek mecbur. Çünkü vakit geldi. В ходе круглого стола прозвучали доклады о значении первого Курултая в контексте новейшей истории Крыма и, конечно, о Номане Челебиджихане, который сумел в то мятежное время стать лидером для народа и определить вектор его развития, и не только в политическом аспекте. Мы всегда рассматриваем фигуру Челебиджихана как фигуру политическую, как фигуру религиозную. И забываем о том, что ведь на Курултае, именно который возглавил Челебиджихан, было принято решение о директорате. Директорат – это в современном понятии Совет министров. То есть Челебиджихан имел высочайшую направленность, уже нацеленность на то, что должно быть серьезное хозяйство, должно управлять хозяйством. На одной политике никуда не уедешь. Но для реализации идей нужна была программа. В среде молодых крымско-татарских реформаторов, коим являлся и Номан Челебиджихан, возникла идея созыва Курултая. Были проведены выборы, определены победители. И 26 ноября, по новому стилю 9 декабря, состоялось первое торжественное заседание в Ханском дворце в Бахчисарае. Главой Курултая избрали Асана Сабри Айвазова, а позже, когда было создано правительство, директория, его главой стал Номан Челебиджихан. Значение крымского Курултая, крымско-татарского народа прежде всего в том, что он показал всей России, что существует такая политическая нация, как крымские татары, с которой надо считаться. До этого времени, знали одного человека, другого, Гаспринский, Муфтизаде, депутат Ришат Медеев. А о народе, в общем-то, никогда речи не шла. А тут сразу все поняли, что в это смутное время надо все же обратиться к этому народу. Без первого Курултая не было бы республики 21 года, потому что это было воплощение всех тех желаний, пусть в другой форме, по другим соусам, но и все люди, которые участвовали в Курултае, они потом стали активно работать в этом новом государстве. Словно эхо перекликаются события тех лет с политическими процессами настоящего времени, когда не наблюдается единство в деле сохранения языка, развития культуры, когда налицо невразумительная и выжидательная позиция интеллектуальной элиты, инертность общественных и политических сил, противоборство, от которого проигрывает в первую очередь народ. Об этом говорили участники круглого стола, который стал не только местом обсуждения исторических фактов, но и первым фундаментом будущего Курултая. Бая яңы малюматлар ешетилди марузаларда, чыгышларда. Onun менен мен хайырламак istейм бу отурушну. Ve ondan da gayrı bu kadar demek cemaat toplangan son ebet yalnız Kurultayla bağlı meseleler değil, tahsillə bağlı, dinlə bağlı, devletçiliklə bağlı meseleler de koterildi ve herkes özüne göre bir fikirler ayttılar bu hakkında. Tabii ki bütün çıkışlar mantıklıydı. Yani her bir adamın fikri kıymetli ve bu fikirler hepsi kıymetli. Yalnız onu çözmek meselesi kala.
По итогам круглого стола был принят документ, в котором, в частности, говорится, что события 1917 и 18 годов, происходившие в крымско-татарской среде, заслуживают более детального изучения и освещения для широких масс. Кроме того, в документе указано, что участники круглого стола поддерживают инициативу муфтията Крыма в сфере возрождения традиций высшего исламского образования, основываясь на многовековом опыте высших духовных учебных заведений на территории Крыма. Медресе Инджибек Хатун, Зунчурлу медресе и Исламский институт имени Менгли Герай хана. Зера Эмирсуэн Делявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.